Всем доброго дня. Хочу ответить уважаемому Евгению Борисовичу Лопатину вот на то сообщение, которое было произнесено для православных людей, которые не отстояли батюшку, которого забрали, которого, скажем так, утилизировали, убили, ну, по-разному можно называть. Очень печально то, что у нас сегодня в таком состоянии находится православие. Прогнившее, предавшее, то есть иудейское такое вот сегодня духовное время, когда люди бросают и даже не вспоминают о ком-то, о чем-то. Вот я живу в деревне, скажу так, и если я буду кому-то здесь обращаться, да, ну, возможно, если я буду настаивать, мне помогут. Но в целом корысть, потребительское отношение, ни о какой любви речи не идет. В общем, ни со стороны священства, которое сюда приезжает служить, ни со стороны прихожан такого нету. Народ пьет, гуляет, никто ничего не понимает, ни в зуб ногой, исправлять никто ничего не хочет. Вот. И я как человек все-таки открытый, я так и говорю, что, знаете, я бы ходил, может быть, в храм, несмотря, может быть, на то, что экуменизм, да, какой-то. Ну, это я так в кавычках, конечно бы я не ходил. Это образно я говорю этим людям, ну, чтобы они понимали о том, что я не вижу там любви. Они говорят о том, что мы приходим туда, и мы не к соседям приходим, которые тоже приходят в храм, а мы приходим к Богу. То есть за спиной здесь такие, ну, сплетни. Но я думаю, что это везде, в любой деревне. Кто там, что там. И люди улыбаются. Вот, то есть они возрастают вот в таком лицемерии, улыбаясь друг другу, но за спиной вот только где-то споткнется человек, они начинают его в общем, выставлять в не очень хорошем свете. И когда вы произносите о том, что люди даже не поинтересовались, вот я вспомнил одну историю о том, что как-то меня спрашивали, еще когда я на Ютубе был, где бы найти батюшку непоминающего. И вот в Рязани жил один батюшка, значит, непоминающий был. И я даю телефон, чтобы с ним связаться. Ну, значит, вот потом, спустя некоторое время, люди связываются, а я с ним тоже связался, уже после. И узнал такое, что ему позвонили эти люди, спросили, где он проживает, в общем, ну, что-то о нем там поинтересовались. Он сказал, что у него сломана машина, машина недорогая, то есть это Москвич 2141, и что-то там у него полетело. Ну, недорогое. Потому что потом я делал перевод этому батюшке для того, чтобы он отремонтировал. Я сейчас не помню, перевод то ли 5, то ли 7 тысяч, но это с запасом, в общем, был. Там ремонт около 5 тысяч, что-то такое было. Ну, дело, ну, понятно, что не в том, то, что там даже деньги, не деньги, можно было общими усилиями собрать, можно еще как-то. Ну, были деньги, в общем, и отправили, скажем так. Но к чему я это говорю? То, что люди узнали, что у батюшки машина сломана, и они не отреагировали, они не стали выяснять, вот, а что сломано и так далее. То есть, чем помочь этому батюшке, возможно, невозможно. Людей это не интересовало. Но это была вот семья, у которых, по-моему, я могу ошибаться, то ли даже 4 детей, что-то было такое. Вот. Ну, 3 точно, и, по-моему, даже 4. Ну, то есть это многодетная была семья. А, И
когда я узнал, ну, то есть я им позвонил, спросил, ну, как они там встретились, не встретились. То есть я еще поинтересовался о том, что узнать, э, как встреча состоялась. И вот они мне сказали, что у него была сломана машина. И я спросил, что сломано. Они говорят, откуда мы знаем? Откуда мы знаем? Представляете? Я говорю, а как вы так не поинтересовались? Понимаете, что происходит? И сейчас вот сплошь и рядом везде так происходит. Никому ничего не надо. Вот даже я был в чате, а, позвонила какая-то, ну, написала, точнее, не позвонила, а написала некая женщина и говорит, давайте пообщаемся. Я говорю, ну хорошо, давайте пообщаемся. Что я могу сказать? И она говорит, чем вы занимаетесь? В общем, ну, я рассказал, что в деревне, вот хозяйство, всякое такое. А, Ну, и там про семью потом, значит. Ну, я сказал, что я семейный человек, и все. Он говорит, ну, потом как-то, говорит, ну, ладно, я потом позвоню, там что-то еще, то есть, ну, и все. И с тех пор больше не звонил, не писал. И это не одна такая, это потом еще одна тоже написала. Ну, с одной стороны, правильно, как бы, что мужчине с женщиной общаться, с одинокой. А с другой стороны, все равно надо заканчивать диалог некой такой, можно сказать, фразой. а, Можно я там с вашей женой буду общаться или еще что-то там, допустим. То есть у людей свои определенные корыстные какие-то цели. Найти мужа или встретить женщину. А, Вот. А так, чтобы в плане общения, ну, такого нет. То есть это тоже некий показатель той, скажем, духовного объединения такого. Его нету, понимаете? Нету. То есть люди, вот все, вот мое, вот здесь вот моя выгода, а там что у тебя, кто там, никого не интересует. И вот у меня, опять же, очередной такой момент, стало спускать колесо. Ну, я вроде поддел там пеной, все равно спускает. В общем, спустя некоторое время я принимаю решение, что мне надо снять колесо, отвезти его на шиномонтаж и поставить камеру в это колесо. Сосед ездит туда-сюда, вот периодически мотается. Я его попросил, подошел к нему. А, Говорю, давай я даже тебе, ну, принесу колесо, сказал. Он говорит, не надо, я сам зайду. Вот. Я это колесо снял, положил вот прям возле машины. То есть, когда машина проезжает, ну, то есть видно, что лежит колесо. К машине облокотил это колесо. Камеру, значит, тоже повесил. И этот человек просто ни разу после этого не зашел, ездил туда-сюда, видел это колесо. Ну, в результате я нашел других людей, которые сделали. Вот очередной как бы вот пример, понимаете? Я не знаю, там, может быть, ему жена запретила, чтобы он мне помогал, может быть, он сам что-то себе надумал, может быть, он забывчивый такой и слепой, что не видит колесо. Я не знаю, но вот такие отношения бывают. Так что для меня это, конечно, неудивительно, что люди не отстаивают сегодня старцев, духовников, вообще то, что люди себя так ведут. Раньше я хотел, допустим, чтобы кто-то приехал, предоставить, там, начиная от земли, бытовки, дома бесплатно, бесплатно, подчеркиваю. Заезжай, живи и даже помогать людям и с хозяйством и так далее. А сейчас я не хочу никого не видеть возле себя, потому что люди относятся потребительски к тому, что им предлагаешь. Они, я не говорю о всех, понятное дело, я говорю о большинстве. И кого-то тянуть к себе и потом страдать от этих людей я не хочу. Вот такое дело.
Так что я думаю, что по шапке мы в любом случае получим. Это уже не важно. Это будет, кстати, по новостям уже крутят о том, что новую вакцину создали отечественную. И если кто-то ее там в первый раз не примет, можно и во второй, ничего страшного. И про войну говорят сейчас активно. Так что это будет? Ну, уже не суть. Главное, что это будут такие болезни и скорби у людей, что мало никому не покажется, потому что по-другому люди не переродятся. И вот я смотрел как-то отца Андрея Ткачева, который говорит, что ну, другое поколение, оно будет лучше. Но чтобы стать лучше, надо переродиться. А как оно будет перерождаться? Каким путем? Вопрос. Ну, путем не то, что все там что-то откроют глаза и сразу уверуют. Нет, а это путем, конечно, всеобщего покаяния. А что это будет? Война, голод, эпидемия. Это уже как Господь решит с нами поступить. Но однозначно это будет. Ну, в общем-то, вот то, что хотел рассказать. Я думаю, что вроде все сказал. Так что вот низкий поклон, с уважением к вам, Евгений Борисович. Всего доброго.